1 480 000 по всем домам аукционы объявлены до 31 декабря. А в смысле, что у вас нет информации? Этот легкий демарш Ильи Сидорина с круглого стола остался практически незамеченным. Глава Троицко-Печерского района быстро отчитался, и общественники отпустили его с легкой душой. Там, конечно, сегодня тоже не все гладко, но письма с жалобами поступают из других мест – Печоры и Кайгородка. Андрея Соснору из города Речников слушали по скайпу и, в общем-то, ничего нового не услышали. Главный злодей, дескать, криминально известная компания «Урбанстройгрупп», все беды тянутся именно от них. Впрочем, подрядчик, пришедший на смену, тоже почему-то оказался недобросовестным. В связи с чем, да, то есть это можно так объяснить, почему там все так не получалось. Во-первых, второй этап у нас осложнился тем, что в отношении руководителя, как раз же в тот момент было уголовное дело, он находился под стражей, и юридический вопрос с отчуждением прав собственности на эти объекты незавершенного строительства в пользу муниципального района, они, конечно, у нас заняли очень большой временный промежуток. Новую дату окончания печорских работ, конец года, в палате приняли скептически. На прямые вопросы старшего прокурора по надзору за исполнением федерального законодательства Сергея Белова о точном количестве семей, подлежащих переселению, у Андрея Соснора ответить не получилось. Выглядело все очень странно. Ему помогал кто-нибудь, если он не Ему все помогают. Я могу вам заверить, да, у меня уже Печора стал родной город. Я туда каждые 10 дней на 3-4 дня вылетаю. Ну, и только по программе переселения. А вот сына не там. Муниципальное образование, которое занимались у нас программой переселения, проекты были на самом деле они недоработаны. То есть приходилось вносить изменения в проектную документацию, соответственно, пересчитывать сметы, да. И многие объекты там, выходило на то, что денежных средств не хватало на достройку данных объектов, потому что не соответственно проектно-сметной документации. В Кайгородском районе стройка не такая масштабная, как в Печоре. Здесь дома вообще двухквартирные, но и с ними в районе пока все тоже не очень. Здесь много странностей, одна из которых – выбор подрядчика. Почему-то строительство ведет фирма из Севастополя. Каким ветром ее сюда занесло, сегодня пояснить не может никто. Южане уже в долгах, но каким-то волшебным образом умудряются ускоряться. У нас сейчас проходит запрос котировок именно по строительству водопровода. То есть уже 2 заявки рассмотрены, подрядчик имеется. Объем работник, порядка недели, максимум 10 дней. То есть объемы небольшие, но их подрядчик готов за это время эту воду подвести. У нас, кроме этого, вне строительства этих домов заложена кольцевая автодорога объездная. Она тоже в работе уже. Тоже мы основной объем работы уже произвели. Окончательная дата завершения работ универсальна для всех районов. Конец года, если, конечно, снова не появится какой-нибудь форс-мажор, к которому очень не хотелось бы привыкать. Максим Васильев, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.